Друзья, всем привет! Вот и наступил 2024 Новый год. И всех вас поздравляю с Новым годом. Ну, а как вы видите, у меня в руках ноутбук. Это подарок. Подарок моего друга Павла Осколкова. Если вы помните, полгода назад у меня он сломался, завис после обновления, начал глючить. И долгих полгода Павел пытался восстановить этот ноутбук, как он сам говорит, дал он жару этот ноутбук, делал одно, ломалось другое, делал другое, ломалось третье, много чего поменяно, но он сейчас в данный момент в рабочем состоянии, и кое-какие кадры даже удалось сохранить. Так что уже завтра я выезжаю в санаторий и будем монтировать видеоматериал, который отсняли летом. 6-7 июля. Жара, лето. Мы выезжаем на рыбалку. Приступаем к просмотру. Всем привет, друзья. 6 июля. Давно не виделись. Как мы видим, картошечка наша уже подросла, которую мы вспахали, посадили. Вчера закончили окучивать в первый раз. Заборы построили, сарай частично разобрали. В общем, просто так мы дома не сидели, трудились в поте лица. И как бы пришла пора немножко отдохнуть. Сам бы, может быть, я не знаю, и не настроился бы на такой отдых, так сказать. В общем, что тянуть кота за хвост. Нас ожидает впереди рыбалочка дня на 3-4. Приехали гости. Вот сейчас они позвонили уже, сказали, что подъехали к деревне. Скоро их, очень скоро мы сейчас их увидим. Смотрю дорогу, смогут ли они проехать на пятерке с прицепом. В принципе, наверное, смогут. Дорога с утра у нас поливали дожди. Но так как до этого было сухо, вроде бы все нормально. Так что как-то вот так. Соскучились и вы, и я уже по рыбалочке. По рыбалочке на спиннинг. Будет ночевка. Будем жить в палатке. В общем, скоро это все будет. И скоро это вы все увидите. Поехали. Пойдем посмотрим, встретим гостей. И заодно познакомимся. А вот и наши гости. А вот и наши гости. Эту компанию вы уже в прошлом году видели. Мы отдыхали на берегу. Была клевая рыбалка. Ай, все знакомые лица. Все знакомые лица. Только немножко состав поменялся, да? Совсем чуть-чуть. Здорово. Добрый. Андрей. Гена. А, вот этого мы знаем, Костя. Так, ну что, дорогу я посмотрел. Дорога сухая, проезжаем. Я, как всегда, не собран. Я, как всегда, еще не полностью приготовился. Им-то что, они в городе живут, а у меня-то все дела и дела. Ладно, все. Короткие сборы в течение 3-4 часов. И поедем. Да? Да. Да. Вы когда-нибудь видели вообще, как собираются на рыбалку? Сколько вещей берут с собой? Ну вот, ребята приехали ни много ни мало, маленькая тележечка. Это прицеп, это часть того, что они с собой хотят взять. Я думаю, совсем не зря я купил Уралочку 7,5 метра. Не все взяли. Еще не все взяли. Не взяли они холодильник, не взяли еще много чего. В общем, вот еще шмотки. Тут еще что-то есть, да? Нет, там все вытащено. Ну вот. И еще здесь вот. Ровно столько же. Так. Это как-то вот так вот пока. Ну а дальше будем загружаться. Это все мы сейчас отвезем на берег. Лодки сплавляем до того места, где можно подъехать, чтобы на себе это все не перетаскивать. И потихоньку
будем загружаться. Как загрузимся? Пилу взяли? Вот, давай. Пилу взяли? Его положили, да? Все сложили туда. Все. Ну а там посмотрим, как оно получится у нас. Закрывай. Ну даже удочки с собой взяли. На всякий случай. На всякий случай. Это знаешь, да. Ну а мы втроем собрались на рыбалку. Водку взял? Нет. Ну-ка, стоп, переснимаем. Вон мы вдвоем собрались на рыбалку. Самое главное, помидорки взяли, все остальное. Помидорки взяли. Рыбацкий напиток взяли тоже. Так что едем в полном составе. Дотащишь? Давай. А нахрена мне нам Нива, Славик и так потащит это все до берега. Что, не сади там? Наступить? Вперед толкнуть. Не, она сидит, там-то сидит, все. Нет? Что-то у вас прицепной какой-то интересный. Это старая. Рецепт старушка. Ну вот и все. Практически все готово. Чтобы не перетаскивать груз, ребята поехали на машине на дамбу. А мы вдвоем сейчас перекинем обе лодки. Ну, в общем, довезем одну лодку до места, чтобы мотор, все такое, с берега уже закинуть. Приготовление, конечно, кошмарное. Вроде давным-давно все готово уже, но одно, другое, третье уже полдня прошло. Ну, ничего страшного. День заезда он всегда тяжелый. Завтра будет проще. Ну и сегодня мы кое-что, я так думаю, успеем. И как мы видим, здесь тоже вчера картошку проокучили, немножко подросла. Скашивали этот участок уже 2 раза, тоже растет трава. Ну и здесь, как видим, немножко привезли земли. Будем делать обваленное тут. Раньше был огород, потихоньку все валилось с огорода. Теперь это все будем по новой засыпать. Там у нас уже высажены кустарники. Здесь пока вот картофан. Картошечка растет. Вчера проокучили. Так что теперь можно и расслабиться немножко. Вот она, наша красавица Печора. Скоро все начнется. Прошел дождичек, все очень сыро. Сейчас я вам еще покажу одну прелесть, которая растет в моем огороде. Это вот такая вот, друзья, дикая земляничка. Прямо в огороде. Вот она. Красота. Подоспела уже. Сейчас немножко соберем. Потому что за 4 дня это все осыпется, если никто не соберет. Вот такая вот красота. Деткам всегда здесь сначала Ромке, потом Леночке, потом Генчику. Всегда собирали здесь по майонезному ведерочку. Вон. Вот такая вот красота растет прямо в моем огороде. Так, а вот это я зря сделал. Куда-то закинул ключи. Они были у меня в руках. Думаю, что-то у меня в руках было. Теперь надо их найти. Вот это я придумал. Вот они. Так можно и потерять.
Так, а вот здесь вот растет у нас брусничка. Как мы видим, тоже она уже выросла, только еще вся зеленая. Так что через где-то месяц будем пробовать бруснику в нашем огороде. Как-то вот так. В моем огороде растет и земляника, и брусника, и малина, и жимолость. И посадил в этом году еще и вишню. И борщевик собака растет, от которого никак. И кедр вот растет, как мы видим. Че, Костян, так и поедем? А че, кстати, вот эта лодка шестом очень даже быстро едет. Вот. Нет, моя. Я вот сейчас шестом. Не это. Легенькая. Она сопротивления воды нет у нее, получается. Да, она больше узкая, она как хомячка, блин. Но она и есть, она по тем проектам все сделано. А, по тем, да? Она сейчас называется Уралочка, кто Комячка, кто там как называет ее. Не, я-то думал, у тебя это деревянная, как, блин. Ну, настоящая хомячка, блин. Нет, с ПНД. Сейчас мелко будет, очень надо выдвигаться на середину. Можем сесть на это, на брюхо. Вот это река Печора. На шесте, да? Обмелела вся. Ну вот даже по такой воде я могу ехать, видишь вон. Ну у тебя-то там, да, сделано, видишь. А ты же помнишь, там говорил, защита, почему у нас стоит на моторе? Ну. А у тебя теперь вон какая. Теперь мне не нужна защита. Да. Ребята нас уже ждут. Всю рыбу, наверное, там... А, кстати, если... Они уже столик разложили. Да? Да. Ну, молодцы, тоже правильно. Не, если они там достанут спиннинг, а окуня поймают. Ну, не знаю, додумаются, нет. Все, глубина есть. Сейчас я заведу потихоньку, пусть греется, прицепимся, да, поплывем потихоньку. Вот я не подкачиваю ничего, в теплое время он должен сам завестись. Не хочет без подсоса. Значит, время не совсем теплое. Опа. Так, сильно только старайся как-то краску не царапать. Я вот тоже, я и поэтому и говорю, как вот тебе Как? стыковаться. Держаться? Попробуем держаться, да? Держаться мы сейчас, блин, тебя поцарапаем всего. Потихоньку. Потихонечку. Сейчас у него крен, наверное, будет немножко. Сейчас проверим. Тебя мотор... чуть не сказал, мотор поднят. Сейчас мы, наверное... О, видишь. Надо было дальше туда немного, чтобы ты за это держался. Вперед, видишь, туда тебе. Вперед держать? Вперед немножко, да, пройти. На нос сесть. Не нос, а так, там держишься, а я сбоку здесь буду. Ты там лодку держи, а я здесь буду держать вот так вот. Попробуем так еще. Еще чуть-чуть вперед. Еще вперед чуть-чуть. Еще. Вот так вот. Главное, чтобы не разъехалась, я так упаду. Так, ты держись, а ты сядь в лодку. Так. В лодку сядь, прижми плотно ее. Да, поцарапаем. Да, всё. блин, лучше поцарапать, чем разойдется она. Давай попробуем потихоньку. Неуправляемо, может, только будет немного. А вроде это поворачивает. Еще ветер поднялся. Вроде идем. Ветер встречный, да? Быстрее, чем на веслах. Что-то их там не видать, уже лежат, что ли? Давай, ну что вы там? Мы уже столик достали. Ага. Лучше бы спиннинги размотали вы. Не, столик бы еще немножко, если бы ты не сказал про стол, мы бы забыли его. Мало будет стола на четверых. Это У нас ящик
такой большой есть. Я один раскладываюсь, у меня полный стол, считай, блин. А тут четвером. Вот я окунь, щука, вот даже здесь есть, даже ехать никуда не надо. Вот взять спиннинг, сейчас покидать вот вдоль берега. И тут Серега, тоже у него канал «Родники на севере». Вот он тут вот ходил, щуку на 2 килограмма поймал, окуня на килограмм. Никуда ездить не надо, Никуда ездить надо, вот тут у него тут ручей выходит. Палаточку поставил на фидер, там штук десяток, допустим, язей, окуней несколько. Потом дамба открылась на дамбе. Он никуда далеко не ходил, он здесь ходил, у него лодки нет своей, получается. Да? Рыба есть, ловить надо уметь, да? Что, попробуем побыстрее немного? Давай чуть-чуть потихоньку прибавляй. Удержим, не удержим. Убегаешь. Не, Ген, тяжело. Убегает сильно. Вот так вот, вот так нормально. Так, нормально. Ну, видишь, волна начинает подниматься и отталкивает эту лодку. Голь на выдумке хитра. Что не поделаешь, если лень на шестах. Но с другой стороны, мы сэкономили тоже немало времени. Это пришлось нам бы в 4-5 рейсов этот весь груз перетаскивать на берег по плохой, да, грязной дороге. А так мы сейчас легко и просто доедем до машины, до прицепа. Все перегрузим, машину в стойло, а сами поедем на рыбалку. Хоть бы спиннинг для приличия размотали. Рыбаки, бля. Я знаю, что в этом размотали. Все, пошел. Пытаюсь. Я смотрю, у вас уже клюет? А? Я цикадел. Уже пора домой ехать, мы уже наловили. Так, надо как-то было ее вдоль так положить. Там что, черви чьи-то, что ли, плавают? Да. Вода прибывает, что ли? Я не понял. Ну не знаю, слабко про нас вроде не было до этого. Ну все. Осталось совсем немного. Загрузить все наше хозяйство. И вперед. Я смотрю, тут уже немножко разгружаю, да, чтобы лодкам легче было, да? Что-то да, разгрузка, походу, Гена без нас была. Присаживайтесь. Тунчик нормальный такой нашли. Все для вас сделали. Ждали тут. Просто Там уже рыба плещется вовсю. Там и ехать так легко не надо. Вон там ловить можно. Блин. Слушай, а мотор вообще? Вы едете так. Ну как-то вот так получилась наша загрузка. Конкретно не взвешивали, но приблизительно около 200 килограммов, получается, нагрузились. Бензин, продукты, палатки, одно, другое, третье, не меньше 200 килограмм. Все загрузили. Вон еще 2 рюкзака. В обяжку загрузили чуть поменьше. Здесь поедут двое, там двое. Пол тонны как минимум повезет наша Уралочка. Это минимум полтонны. На обяжке чуть меньше будет. Килограмм, наверное, 250-300 максимум. Вот, что, яблочного соку на пасашок, да? Яблочного соку. На дорожку. Мы забыли стаканы взять. Нам изюма. Яблочный сок. Ну, это далеко, конечно, не рыбацкий напиток, но попробуем сейчас. Заценим на дорожку яблочного соку. Ну, за урожай. Давайте. Первого отжима, да? Сок? Даже не разбавленный получается. Мякотью. С мякотью. Да нет, чистый, осветленный. Все. Не знаю, по пути получится, не получится покидать, посмотрим. Если не будет получаться, прямым ходом выгружаемся и потом уже будем. Так, вроде все, забрали, машину убрали, да? Большому кораблю большое плавание. Так, ящичек куда-то вниз. Я сейчас сяду, я его уберу сюда. Ну, первые пошли, вторые пошли. Ну что, попробуем?
с нагрузкой полтонны, как она пойдет. В берег села, да? Так, ну все, садись, наверное, садись. Я сейчас на заднем выеду. Ровненько. Главное ровно сесть, не качаться. Тут главное соблюдать равновесие. Я посерединке вроде. Да, все. Все по бокам вроде. Потому что она так-то вроде, видишь, Ну я понял. все нормально. Ну-ка. Слабо, слабо, слабо. О, нос как загружен сразу, вниз пошел. Не слишком много закинул. Мы сейчас это посмотрим. Сейчас попробую на одном уровне, как пойдет. Потом переставлю уровень тоже. Потому что загрузка, я еще не катался с такой большой загрузкой. Как-то вот так, как мы сами видим. Нагрузка есть нагрузка. Насяра пошла вниз. Сейчас мы это дело развернемся. Посмотрим. Может быть, даже мы немножко... Ну а потом, если что, я перекину вот этот бензин сюда назад. Если неравномерно будет. Так. Перегружать. Сейчас немного перекину уровень и немножко раскидаем равномерно. У нас весь груз носовой части, так что небольшая перестановочка сейчас будет. Переставили мотор на среднее положение. И 30-очку бензина поставил сюда. Вроде бы более-менее равномерно стало. Пробуем. А прикинь, еще 300 килограмм рыбы поймаем. Так и будет. Так. Попробуй, наверное, сам сюда сесть на среднее сиденье. Как-то аккуратно пройди. Эти ведра пустые, если мешаются, сюда протолкни. Да я сейчас вот сюда сяду, тут есть место. Вон. О. Костян, 100 килограмм весит, конечно, блин. О, теперь вроде ровненько пошла. Вроде пошла. Вроде едем. Сейчас попробуем дать полные обороты. Посмотрим, как пойдет на полных оборотах. А мощей-то не хватает у девятки. Но все равно идет как бы нормально. Как ветерок 8 идет примерно. Сейчас на мель наеду. Как-то вот так. С кучей оводов сопровождают нас наши охранники. Оу!
Так как у нас течение попутное, будем совмещать полезное с приятным. Будем идти по течению. Здесь перекатик. Тут вот травка возле берега. Окунь, язь, щука. Здесь, если повезет, возьмет хариус. В общем, едем к месту рыбалки. И по пути будем рыбачить. Дно уже видать. Была бы острога, можно было бы посмотреть налимо. Но острогу не взяли. Так что сегодня будем только наблюдать. Лодка, смотрите, загружена, в принципе, до упора. Сантиметров 30, наверное, до бортов, да, не больше. Очень как бы так шатается неприятно, но надо привыкать. Это не казанка, это обяжка, это уралочка. Она и идет очень хорошо, но в то же время надо соблюдать главное в лодке равновесие. Все, понеслась рыбалочка. Там что, не кидают ничего? Думают? Как я давно на рыбалке-то не был уже, ужас. Все, работаем. Ладно, спасибо, пацаны, хоть приехали, блин, меня подняли тоже на рыбалку. Так бы я все работал. Бесконечная работа. Каждый день работаешь, и каждый день она не кончается. Вот сейчас вот, Костян, тут ближе к берегу могут вот окуни, щуки, язи. Они потому что как бы на течении режут, но хариус на течении. Там кто, чайки или лебеди? Чайки вроде бы. А вон этот мужик на машине приехал и на лодке сюда. Мелко, наверное, сильно, да? Нет, нормально. Тут вот так вот вдоль к траве кидай. И тут блюсинка, правда, беспонтовая. Надо будет поменять ее потом. Ладно. В принципе, ловила она и окуня, и щуку. И даже хариуса 5 штук в этом году поймал. О, трава. Так, ну что, до первой поклевки. Здорово! Здорово. Как клев? Окуней половил. Окунь, да? Щуки нет? Окунь такой. Ага. Понятно. На блесну или на удочку-то? На удочку и на блесну. Ага. Вот что называется новую эту блесну, да? Ну это похоже на язя было, а может быть хариус. И такой довольно неплохой. Я пока камеру включил, видать, слабину дал. Была первая поклевка, вернее вторая, поменял блесенку. Поставил такую бронзовую или медную, как сказать. У меня тоже где была поклевка. Была, да, поклевка? Скочил, да. Вот такую вот блесенку поставил, копья понтона. И сразу же первый заброс была поклевка. Немножко крючки поразгибались, конечно, тут уже от рыбы. Поймала эта блесна прошлые годы и позапрошлый. Рыбы уже немало. Тут перекатик, скорее всего, это был хариус, я так думаю. Окуня, язя, сейчас щуку мы будем вдоль этого травы плыть. Нас, думаю, снесет. Что-то отъехали от берега далековато, но ладно уже. По идее, здесь перекат, сейчас хариус здесь может быть вполне возможно. Правда, он лучше клюет, когда пасмурно, без солнца, и когда северный ветер. При южном ветре он берет хуже. Когда вот такая мелкая волна, он вообще шикарно. Ты будь аккуратнее, если мелко, то держись, а то... Опа, есть поклевка. Есть поклевка. И это что у нас? И это у нас окунь, походу. Да, вот. Вот у нас первая рыба. Геннадий обрыбился. Янцикадан, вот. Первый окушок. Мы уже обрыбились, да. Так, как-то ведро, наверное, открыть надо. Сможешь? Или в садок сразу? Садок не взяли, да? Там? Садок в другой лодке. Ну ладно, бог с ним. Открой ведро покидаем. На ушицу. Опа, еще один. Во. Большое? Маленькая, да пусть маленькая там. Вот. Да в ведре пусть и будет. Ведро. Вот он будет набирать, нет?
Может, поживу чуть-чуть хотя бы. Или что, вид... На. Крышки куда-нибудь под сидушку кинь, чтобы не это. Так, а нам, походу, надо все-таки будет это. Немножко к берегу. Что-то у нас... Наш расчет не оправдался. Вынесло на мель. Да. Почему-то я думал, ветром и течением нас кинет туда. Слишком далеко выехал. И пока совсем не прибило к берегу нас, к левому, потихонечку, вот здесь уже глубина буквально меньше, чем полметра. Вот и первая рыбка. Так что, скорее всего, там тоже, наверное, был этот окунь, наверное, да, это хариус. На перекате, смотри, да, окунь? Ну да. Ну, вроде успели проскочить. Там вот бы вообще на брюхо сели уже дальше. Там песчаный отмель. А их, смотри, к берегу прибило. Так и нас же к берегу прибивало, потому что ветер-то вот... Чуть-чуть-то буквально. Да, а мы... что-то нас как-то парусило неправильно. Ну все. Не будем дальше ехать, потому что прибьет к берегу слишком. Сейчас мы ходом дойдем до берега, наверное. У него очень большая инерция, ход. Выключаешь, он идет до берега. Кто-то мне зацепился. Кто-то же мне зацепился. Или уже все? Нет, идет вроде бы, да? Еще один. Второй. Опа. Упал. Вот. Догоняй, Костян, 2-0 уже. Будем стараться. Там что-то братишки приуныли. Что-то весело им было там сначала, а потом что-то стало им грустно. Столько барахла, что даже наступить некуда, да? Вроде лодка 7,5 метра. Надо было больше брать, что ли? Не так сделать нельзя. Нет, все нормально. Просто на такую лодку надо мотор помощнее. Грузоподъемность у нее большая, а все-таки груз толкать-то сил-то надо как бы больше. И девятка уже слабовато. Была бы хотя бы пятнашка. О, это что такое, ясь что ли? Нет. Кабанчик. Еще окушок. Вот он. Вот он, Янскадан. Третий. Так что уха у нас сегодня будет 100% уже. Надо отъехать, пока к берегу не прибило. Не люблю, люблю полный штиль. Плывешь себе по берегу. Или небольшой северный ветерок, чтобы медленно плыть по течению. Но нам-то сейчас оно как раз экономия бензина, считай. Если бы еще не заводить мотор постоянно, то вообще шикарно было. А так мы уже проплыли, получается, метров полкилометра, 500 метров где-то проплыли. И 3 окуня, не густо, не густо. Не густо, но и не пусто. У тебя, говоришь, тоже поклевка же была, да? Один раз вот там вот была и все. Пока вот другую блесну поставил, больше не хочет. Белая это, да, у тебя? Серебристая. Ага. А та тоже желтая была. Ой, бронзовая, да? Что-то вроде бы как-то идет. Тюкнул. Вроде что-то идет. Ну, видно. Кончик. Кончик гнется. Вот он, да. Мы обрыбились. Опа, 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 опа. Главное, чтобы в лодку не упал. Кидай его в воду. И немножко воды добавь. Тоже, кстати, если уже здесь. Маленьким ведром досыпь туда. О, 4. Каждому по окушку уже есть. Так, это что у нас? Это зацеп? Нет?
Это что у нас? Нет, это что-то... Нет, зацеп. Зацеп? Что-то... Это что у нас? Зацеп. Или что это? Нет травы? Нету. Что это было? Что-то непонятное было, блин. Вроде бы... Ну, что-то тяжелое было, да. Крючок один немного разогнулся. Странно. А, наверное, об камень, скорее всего. Что-то интереснее, похоже на хариуса или что это? Посмотри какой. Ого, какой кабасик. Вот это уже приятнее. Это да. Вот он, янцикадан. На глубине, да, взял? Ну да. Ну так, где глубина, тут перекат. Перекаты, свалы эти. Трава. На середке, да. Уже чувствуется. Янцикадан, янцикадан. Все. Опа, есть еще. Опа, уже нету. Тоже такое приятное что-то было. На перекате стоит. На перекате, да, в жару он может не хрен делать. На свалах он обычно вот тут перекатик, свал, вот трава там, вот за свалом они прибило опять к берегу. Но тут зато щука может быть вот в траве. Так, что, отъедем. Что, к нам подъезжают? А посмотрим, что они натаскали. У нас сколько? Пяток. Зато какой у нас, да, один? Так, а попался окушок. Но таких мы не берем, космонавта. Блин, где ты? А, держи. Что, наловили? Ну, у вас там с музыкой-то, конечно, конечно. Нет, мы 5 штук хороших поймали. Сколько? 20? Такой кабасик вышел. Серьезными вещами занимаетесь? Ну У так. нас аки-то нету. У вас это... У вас в радиусе 50 метров, наверное, вся рыба убежала уже. 20 ебались. Вот. Еще один. Смотри, друг на друга, блядь. Жирные нахуй, смотри. Нет, этого берем тогда, да? Всего берите, сушить-то, какая разница? Не, мелкий-то нафиг он нужен. Куда? Вот, смотри, малька сколько. Бьет мелочь, бьет. Нихуя тут, Так я говорю, тут самое рыбное место, блин. мелочь бьет, пиздец. Мы с тобой хули самое главное быстро пиздану будем кидать. А в рыбе Ну да, руки рыба я воняют. ж тебе сказал, хули. Никогда не Вы каждый по одной поймали? Да. Ну все, можно, можно ехать обратно. Вы это сделали. Я в этом году первый раз поймал. Да, бьет и уходит. Первая рыбалка в этом году? Вообще некогда было. Тихо, тихо, тихо. Смотри, вот рыба идет у нас. О, Скажи, возле моей лодки, значит моя, да? Хоть и небольшая, ведро но... открываешь? Давай. Кидай, кидай себе ведро, кидай. Смотри, глубоко вроде, сразу и трава, и это. Не, тут хорошо, тут тиховод, щука, язь, окунь, говорю, тут вон. Резину ставьте, если желтая резина, виброхвост, твистер. Твистер, виброхвост желтый ставьте, будет вам счастье. Вон она, мелочь опять била тебя. Да, видел. Вон они, смотри, А маленькие. виброхвост не идет, хули я уже ебашил. Желтый надо. Ядовитый желтый цвет должен пойти. На уху пойдет, да?
Ну это уж совсем маленькие. Да? Сало как жвачка, блин. Резину пить начали. Резину, да? Желтая? Зелено-желтая. Яркая. Мне опять что-то клюнуло. Плюнуло. Что-то ветер поменялся или что? Вернись обратно. О, гонит, гонит вон. О. О. Так-то они активные, да, вроде смотришь вон. Костян тащит. Ты не сошел. Или не тащит? Тащит. Резина, да? Резина. О. Сыграла вроде бы. Сало как жвачка, блин. На сало тоже, говорят, клюет. Ну, кто-то умудряется, да? Запах? Я не знаю, на что клюнуло. Но повесил кусок сала, не доживал, блин. Замучился жевать вон. 2 было, 1 уже утащили. Как сопля болтается там. Вот, еще поклевка на сало. Ну, пока идет. Надо куда стал. Убежал? Нет, идет вроде. У меня катушка распуталась опять. Сейчас борода будет. Ну, блин. И тот ушел. Нормальный? Мелочь, за мою мелочь ползла. За резиной. Ну, 100% уху мы сегодня уже попробуем. Есть стайка походу. Бьет очень сильно. Тут этого окуня километр. Язя удивительно нету. Опа, вот он. Атаковал, аж не знаю откуда, блин. Опа. Но. Вот он, вот он. Окунь активный. Язь, наверное, вечером выйдет. А он бывает, что он до хрена его, потом косяком, видать, уходит куда-то, его не видать. О, опять что-то повесилось на центре. И там мелкий тоже есть, видишь? Везде его хватает. Хороший. Хороший, да? Надо его поймать. Красавец! Такой, Хороший. такой же, да? И ушел. Вот только в лодке хорошо, что ушел. О! Вот такой же кабан, да? Как тот, ага. Даже толще, наверное, немного. И темнее, по крайней мере, точно. Собрат Где его. там Гик? Потом увидит. Хороший, хороший. Приятно тащить, да? Вот этого приятно уже, да. Уже хоть чувствуется, что удочка напряглась. Вот здесь глубины травы. Малька. Тут ямка как бы, да? Вот в ямке О, походу вот. стоял. Вот они в яме. Смотри, на резину хорошо взял. А, сало работает. А ты на сало все? Да. Резина работает желтая на Печоре всегда, в любое время года. Ядовитый желтый цвет вообще хорошо работает. А тут везде ямка сейчас будет. Метров, вон до тех камней будет ямка. Метров 200 тут. Щучка должна стоять. А щучка бывает наоборот на мели стоит.
Может, По-разному, да. может с глубины выйти крупная. Оп. Оп, 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 оп. Хороший. Середнячок. Все в лодку падают, да? Ну, Нормально. вот так вот, балуясь потихонечку. Кидаем, кидаем ведро. Одна-то уже не видать. И вот там 2 кабанчика. То есть даже чуть как крупнее, походу, еще, блин. Немножко. Рекордный, Костян, у тебя рекордный. На полкило весом. Все про берите, ну, 4-тактник, да? Но. Надо присесть. Как нас раскочегарит. Я присел нормально. Я стоял так. Оп. Еще и стоим так, да? Ну. Ну. Что, таких на уху тоже будем брать мелких? Это уж слишком мелкий. Как сало, а? Салоед полосатый. Был удар. О, еще. Ага, и стоят, походу. Тиховод тут закручивает. Блин, вот раньше здесь щуки было. Куда-то пропало. Или не берет. Не временно. Опа. Нет, не опа. Опа, опа. Вот теперь опа. Вот теперь опа. Тебя на уху, наверное, уже можно. Уховарка. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Ушел. Ладно. В лодке у нас окунь. Надо будет потом достать. Сошла. Вот и первая щучка. Убрал камеру, уже голова от нее болит. И вон вытащил хорошего крупного окуня, такого же практически как те. И щучку. Тихо. Ну что ты? Ну, пойдет на уху, как ты говоришь. Пойдет. Кидай ведро. Нормально. Первая щучка. Здорово. Блин. Вот и первая щучка. На резину, да? Нет, Да, лесная, яркая. А на желтую блеснутую? Да. Вот. Ага. Ну я говорю, вот такая тоже работает. Была бы троечка еще, вообще классно Вот было. это тройка. Тройка? Тройка, да. Мы как-то тут с племянником, с Ромкой, с племянником рыбачили. У меня двойка была, у него тройка или четверка. У него вот такие где-то щучки. Ага. У него 1,5, двушки такие где-то, блин. Ну, чуть больше блесна. Да, и покрупнее. Волна, как сейчас помню, холодина, мы в зимних куртках рыбачили. Холод собачий был в июле месяце. Северяк дует, блин. А рыба клевала. Особенно щуки тогда мы много хорошо поймали. Ведра 4, наверное, поймали мы. Из них, наверное, ведро точно щуки было. Ну что, поднялся ветер. Как бы не будем ждать большой волны. Все-таки как-никак идем крушеные. Что поймали? Вот одну щучку, несколько окуней. Уха уже есть. Окунь начал подыхать. Решили доехать до места, почистить рыбу. Раскинуть лагерь и все остальное. Ну а потом уже будем рыбачить. Все, погнали до места прямым ходом. Вот там тоже фотосессия целая идет.
просигналить, что ли? Подрезают, блин. Знает наглую. Блин, они с правой стороны, блин. Ехать вправо. Ну вас нафиг, а. Че вам, воды мало, что ли, блин? Разъездились тут, понимаешь ли? Так, ну вот прибыли на место, куда я хотел расположиться. Здесь мы около 10 лет назад с Ромкой отдыхали. Потом еще 4 приехали ребята, коллеги, друзья. Здесь было просторно, чисто. Сейчас, как мы видим, все заросло. Осинник, и что самое страшное, это шиповник. Вот такой шиповник. И что-то, я так думаю, мы, наверное, здесь оставаться не будем. Мы, наверное, попробуем перейти на тот берег. Во-первых, у нас очень много вещей, груза. 2 чурочки. Можно, по идее, расположиться здесь. Здесь мы, я так думаю, можно, но не нужно. Поедем на песочек, наверное. Тут очень тяжело поднимать будет нам вещи, палатки, продукты, все такое. Пойдем искать другое место. Так, пока мы выбирали место, ребята тут уже даром времени теряли. Полным ходом идет чистка рыбы. О, это вы напуляли, да? Уха сегодня будет 100%. О, щука, смотри, наполовину побелела, а башка еще дышит. Щука окоченела, а башка дышит, прикинь. Вот это щука. Так что все-таки решили перебраться на правый берег. Там спокойнее, чище, просторнее и удобнее. Утреннее солнце не будет попадать. Я так думаю, можно будет, если что, утром хорошо выспаться. И пологий берег, спокойно можно там искупаться, если что. Желающие купаться есть? Конечно есть! Как нету? В прошлый год, когда? В ноябре? Не в ноябре, в августе, В да? августе. В конце августа купались. Как не помочь этим? На что поймал? На блесну. Самый большой окунь. На самую большую блесну? Да, на самую большую блесну. А Сейчас мы его... хороший нож, такого окуня даже режет. Да. Мы его скрываем. Вскрытие покажет, что окунь умер от вскрытия, да? Да. Ох, какой жирненький, Давай. Не успели отъехать, почистили рыбу, чайки тут как тут уже. Разведка доложила, все собрались, все в кучу, вон. Халява, халява. Рыбачат, рыбачат. Все, почистили рыбу. Здесь пятачок был просто чистый, он зарос весь шиповником. Лет 10 назад тут чистота и простор был, вот мы отдыхали, а сейчас уже все. Переправа, переправа, берег левый. Только там берег мелкий может быть, вот это да. Так, ну что, вот вроде бы мы и определились с местом. Нашли местечко такое на берегу реки Печоры нашей. Камушки, подъем. И возле леска там площадочка такая. Там вот на тех камнях мы 2 года назад жарили шашлыки, помню. А здесь вот сейчас мы поставим наши палаточки. Там травка, ровненькая площадка. В общем, все, выгружаемся. И будем располагаться. Ты что туда пенный напиток кинул, чтобы остыл? Нет. Или что там у тебя? Это
Сок яблочный. А, яблочный. Да. Осветленный. Осветленный. Понял, понял. Что думаешь? Вода, думаешь, прохладнее, чем Ну да, попрохладнее чуть-чуть. немножко, да? Ладно, потом, если что, там ямку выкопаем где-то, может,